Ну, бройлеров покупаю. Ледяная, брат. Царская ледяная. И это. До большого размера не выращивают. Молодыми. Все. Ну как бы дома, да? Да, да, Ну, ты видишь, просто домашние яйца, я то и говорю. Значит, свое что-то. Ну это хорошо, что. Так-то бы. Вон у тебя, видишь, смотри, сколько фиксаций. Вон липучка, я так понимаю, вот это, наверное, да? Вон у тебя тут миллион. Судаков моих там вытащу. Никто. Кажется, вот загаж, что ли, не понимаю. А, нет, два слились. Два слились. Ну давайте, что, все. Тут соседи снялись. Мы дома, что? Сняли? Ага. Ну, правильно. Что-то вы нас не отнимали. А так сейчас что-нибудь будет, кто-то Давайте, снится. давайте. Давай. Наконец-то мы дома. Рад. Еще поспать бы, да? Да можно дремануть что? Да, конечно, что тебе погонит. Все уже. Печка топится, все тепло уже. Разделся, он лег. Полежал. Красота. Рыба будет сидеть. Красота. Тебя ждать. Ага. Ну там крышки у тебя такие? Щучьи или нет? А. Ну все. Может спокойно спать. Прикольно, у меня сидим, снег капает. Я еще коньки сейчас развешу. Гирлянда. Гирлянда? На вечер. На батарее когда? Когда турбанк? На 3. Один я набор сделаю. Палат. На шнек так. Кстати, завтра Рождество, ребята. Ну, а завтра сделай. Красоту наведи. Фотосессию устроим здесь. Здесь.
Ребят, ну чё, пообедали. Время уже 3 час. Скоро темнеть будет. Олег спать лег. Ну понятно, было 2000 километров. Проехал. Мы с братульцом, короче, решили поставить палатку на леща. Я заезжал в магазин, купил мотыля. Ну, желание у меня бешеное имеется порыбачить. Тут ловят. Неплохо ловят. И здесь мы сейчас закормимся. Поставим палатку. Толик нам привез палатку. Толян, будешь смотреть, привет тебе огромный. Привез специально под эти цели. Мы хотели свою привезти, но у нас уже не влезло в машину. Ну и тут, короче, надыбали. Вот. Сейчас приготовим место. Посмотрим, что за палатка вообще в целом. Сколько там места. Вот. Разбуримся, закормимся. Вот. Возможно, даже сегодня порыбачим. Здесь у нас отдыхает большой брат с женой. С утра с техникой, которые уезжали. Вот. Вечером приедут в гости. С работы пока нет, снег идет. Ну и темнеть скоро будет. Так что надо какие-то делишки доделать. Так вроде уже все хорошо. Все замечательно. Погнали. Вот что значит зимушка зима делает. Да, брат, в Москве снега нету, да? Хоть тут покидай. Да. Братское сердце сегодня решил весь лед почистить. У себя почистил. Ну и здесь. Ну и пускай, да, что нормально будет. Я думаю, примерно такого размера и будет палатка. Сейчас посмотрим. Народ съезжается, кто-то приезжает. У нас тут соседи стояли, никого не осталось. Все уехали. Ну как, смотались, в общем, ушли. Ветерочек небольшой. Ну да ладно.
ребят, ну чё, поставили палатку, но плохие дела. Вода поперла. Ну ладно. Она тут подстынет. Нормально будет. Мы сегодня как бы и не планировали рыбачить. Сегодня только надо немножко подзакормить. Вот. Есть вот такие шарики дымящие. Готовые уже. Сейчас мы сюда. Точку надо, ребят, подвеселить, так скажем. Так. Подстынет и будет нормально. Нормалды. Блин. Так. Есть, ребята, кормовой. Килограммчик. Кормовой килограммчик. Так, сейчас. Я тут сейчас, ребятки, тут сделаю более-менее, чтобы было мне удобно. А потом уже мы посмотрим. Замешаю в пакете. Замешаю ее в пакете. Вот эту красоту. Ням-няшки. О. Смотрите, ребят. Прелесть какая. Вот. Есть у меня готовая прикормка. Посмотрим, в общем. Шарики сделаю. Опять же этот самосвал. Ну я ящик приготовил. Ящик у меня с машины не влез. Я его оставил. Парней никого нет. Вот. Так, это дешевая палатка. Чисто от ветра. Погнали. Сейчас, наверное, я по жменке, может, вот так даже просто кину. Чутка. Не знаю, будем сегодня ночью рыбачить, не будем. Посмотрим по настроению, как силы будут. С дороги, ребят, уставшиеся. Вот. И все остальное с прикормкой. В пачку замешаю сейчас. Сделаю. Нормально будет. Течения здесь нету. В принципе, глядятся шарики. Шарики большие, это стартовый закорм. Ну, вот такие, ребят, получились. Плюхнем. Ну, а потом уже понемножку. В принципе, не хотел сегодня это делать, но думаю, ладно, пускай будет. Подлещик вроде ловится. Так что побалдеем на подлещике. Так, ребят, ну чё? Ну, закормился. Кто-то скажет много, кто-то скажет мало, кто-то скажет самком надо спускать. Ну, как есть. В общем, не знаю. А завтра посмотрим. Ну, может, сегодня, не знаю. Ну, скорее всего, нет, ребят, потому что спать охота очень ужасно. Вот, тем более, Серега сказал, подъедет. Так что надо что-то приготовить, что-то надо убраться
палатки. Как-то, ну что-то, не знаю. Вот, как бы, ну, многим может как-то там, знаете, сразу там рыбалка, там рвутся, там, ну, кто вот такой маршрут, ребят, проделал, вот 2000 километров на рыбалочку, кто-то гонял вот так в одно жало, ну, я имею в виду, останавливались только на заправку, 4 раза мы заправлялись до полного, 3 раза мы наливали полный бак омывайки, ну и чай попить 2 раза, так, с термоса. Ни в кафешке, никуда мы не заезжали. Все, ехали. Маршрут получился у нас с 5 утра, в общем, до 7 утра. Вот такие дела. Вот. У меня очередная новиночка. Заказал себе очередную, ребята, подвесную каменскую лампу, так скажем. Ну, фонарь, да, здесь он, конечно, универсальный. Вот, ну, хочу именно использовать как лампу. Вот, есть регуляторы. В общем, вот так на максималочке есть подвесочка подвесной. И, то бишь, вешаем. И посмотрим, как себя покажет. Вот, сегодня потестирую. Если меня все устроит, то завтра обязательно расскажу, ребят. Здесь много приколюшек, на самом деле. Вот. Такая интересная в виде этого, как его, знаете, ну типа не башни, а типа колонны, что-то типа такого зеленого цвета. Как раз пришел на днях, где-то вот здесь. Ага, вот как раз и крючочки вот встроенные. Раз на рюкзачок можно подвесить. Ну и получается можно подвесить к палатке, да, к любому вообще месту, где вы хотите. Так, ладно, это мы будем тестировать. А пока сейчас пойду к Паше, что-нибудь приготовим. Олег вырубился просто как убитый. Вообще, ну понятно, представляете, какая нагрузка на человека. Я устал, как просто сбоку сидеть, но я все равно могу так. Я часик где-то кимарнул даже по дороге. Вот. Все равно, а вот это все в напряжке. Да. Ну, такие мы рыбаки. Да, как бы Паша пригласил, собрался, а Олег поддержал, как бы. Я ему очень благодарен, что как бы он проделал такой маршрут, что и как бы в эту поездку новогоднюю я здесь со своими друзьями. Так что такие дела. Так, ну ладно. Так-то, ребят, вообще, честно, если бы сейчас я прилег, наверное, я тоже, наверное, без задних ног, наверное, просто вырубился. Ну вот и подошел тяжелый день к концу, день заезда, один из самых тяжелых, я считаю, ну еще и выезд, соответственно, это такие денечки, которые надо
спокойно, ровненько подойти. Не надо буксовать, газовать, потому что с устатку и морально устаешь, и что-то может не получаться. Ну, в общем, день подошел к концу, ребята. Серега приезжал буквально на 15 минут, так как все с дороги уставшие, сидеть не решились. Посидели 15 минут, Серега поехал на базу отбиваться. Ну и парни тоже по палаткам разошлись спать. Я еще на час вышел попробовать половить леща, но, к сожалению, поклевок не было. День заезда тяжелый день, так как пройдено почти 2000 километров на автомобиле в ужасную погоду. Очень снежная трасса. В общем, тяжело дался маршрут, ребят. Ну, а мы на месте, все хорошо. Вещи все завезены. Лагерь стоят палатки. Жерлицы выставлены. В общем, впереди пару дней кайфа. Так что все нормально. Я считаю, что все получилось. Рыбалка как будет. Дело уже второстепенное. Самое главное, что мы добрались без поломок, без всяких каких-то других моментов. Все у нас хорошо, все отлично. Все, отбиваемся. Всем спокойной ночи.
Друзья, доброе утро всем. У нас работочка ночная одна. Идем на проверку. Вот и думаем сейчас, что там судак или щучка была. Так, вроде натяжка есть. Угу. Полная вымотка. Ну что? Так. Ну что, кто у нас там будет? Судак или щука? Так, пошло. Что-то хорошее идет. Так-то вроде. Эх. Судачок есть первый у нас. Красавчик. Мой первый судак на жерлицу. Крючок уже там еще улет. Ну все, заряжаем, дальше пробуем.
Так, ребят, всем доброго утра. Время 10 час. Ну, это и не удивительно, потому что тут в 9 еще темно. Вот. У нас наоборот, в общем, раньше светает, позже темнеет. Здесь позже рассветает, но позже темнеет. Вот. Вчера в 4 еще тут более-менее было. Ну что, выспались, восстановились, как бы, плюс-минус. Я считаю, что нормально. Был инцидент, у Паши был с вечера и у меня под утро. В общем, закоксовалась труба. Брикеты вообще некачественные. Вообще просто какие-то, они не горят, они как-то рассыпаются. Очень много дыма от них. И, в общем, на шайке, в общем, конденсат, труба. У Паши 6, чуть пораньше, это проблема. А у меня 8, чуть попозже эта проблема. Под утро пришлось открывать юшку и просто дать жару, и чтобы она пробила, прогорела все это дело. Кстати, нормальный вариант. Спрашивают, вопросы задают, как что, как чистить. Вот, ребят, просто дать надо ей жару, прям хорошо, до красна ее. Вот, и ветер поменялся, я смотрю, весь снег в черных вот этих плюшках. По рыбалке, ребят, вчера у нас 2 подъема, один у нас, один у Олега. Олег щуку поймал, вот то местечко. А у нас здесь, скорее всего, судак ударил, и все. Ну и с утра, в общем, один загар Олег достал с хорошего судака в районе 1,5 килограмма. Вы это видели? В общем, как-то ну так. Погода поменялась, ветер вообще поменялся. А по прогнозу будут морозы. Вот. Ну и как-то так. Вчера закормил лунки на леща. Ночью даже пробовал. Желание было небольшое. Сходил, попробовал. Поклевки не увидел. Ладно. Сегодня докормим. Попробуем. Вот. Ну и в целом, не знаю, что-то как-то попробуем какие-то переставить. Ну, как минимум, надо пройтись, посмотреть всю плотву. Скорее всего, она сдохла какая-то. Это у нас последняя плотва, которую мы насаживали. Вчера полностью все насадили плотвой. А сейчас остался карась. Ну вот, пока вот так, ребят. Ну, что поделать. Ничего не поделать. Рыбалка тема такая. Ну и опять же много народу, и как бы нет информации, что хищник клюет. Вот лещом занимаются, сидят, а вот хищник не берет. Ладно, пойдем попьем чаю и что-то начнем делать. Поехали. Чаечек, 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 чаечек. Братан, колбасу нам, хлеб отрезай. Разберемся сейчас. Будажник готовлю сразу, потом пойдем. Чтобы у нас булки пожать нас. Мясо пропадает. В обед сесть спокойно поесть. Ребята там на моей сумке лежит под столом. Там он лежит. Какой хуй-то ползаете здесь-то? Да что вон там, скучно сидеть. Они вчера, говорит, ходили, бля. Хотели прийти. Да, хотели что-то, да. Да, ну что. Что тебе как казахстанский? Прикольный? Прикольно так-то. Мне очень нравится. Мне очень нравится то, что вот завариваться просто трясяк, понял. 8 числа мне привезут в чай. Ну, не надо ждать. Видишь, он сразу, не сидишь вот это не клюешься. Потому что гранулирование. Ну да. Но гранулирование не весит это. Угу. Иногда плавает сверху, не топишь его.
конечно, не замерзла. Ну, что делать? Ничего не делать. Как говорится, приделать, да? Так, ребят, ну что? Попробуем посидеть по лещу. Вчера закормился. Нормально так, 2 килограмма сыпухи, шарики готовые и ну, такую жменьку хорошую кормового мотыля. Вот. Сейчас пока кормить не буду. Посмотрим, стоит на точке, нет. Попробуем. Так. У меня есть пучковяз. Все шикарно. Ну что. Так. Есть поплавочная, есть без мотылка. Поставлю пару поплавков, наверное. Пару поплавочков я поставлю. Так. Здесь готовые, только надо поводки, получается, поставить. Тут у нас что? Это не мой комплект. А, коромысло, да? Поставим коромысло. Коромысло — это тоже тема лещевая. Коромысло — это тема лещевая, ребята. Так, сейчас сделаю, настрою, ребята. Все будет четко. Сейчас настрою, все будет четенько. Это как его? Парнишка занимается, делает удильники такие. Такой монтаж интересный. Ну и застежечка. Я никогда не рыбачил на коромысло, кстати. Первый раз. Крючочки 3 грамма, я так понимаю. Раз. Вот такая оснасточка. Так, ну что, поплавочек есть. Теперь на безмотылочку зарядимся. Ну, буду все равно подвешивать мотыля. Так, ну а тут вот как-то так, ребята. Не знаю, много, не мало. Пучок жирный, наверное, сделал, скорее всего. Посмотрим. Блин, перехлесты вот эти что-то мне не нравятся. Мучаешься. Что-то, блин, не продумано как-то сделано. Что на поплавочке сейчас, что на безмотылочке. Опять петлю кинул. Да. Надо в натяг постоянно держать, что ли. Не ложится она туда, и все.
Ну, попробуем поиграть. На коромысло, ребята. Поклевочка. Кто-то шевельнул. На игру нифига. Надо, мне кажется, подкормить немножко. Муть поднять. Муть поднять, и будет хорошо, я думаю. Вчера-то хорошо закормил здесь. Что, дып, дып. По лещу-то, ребят, я не особо такой мастер. Опыта вообще нету. Ну, так, плюс-минус. На этом озере я здесь половил, душу отвел. Весной можете посмотреть, ролик есть. Надо подкормить, мне кажется, ребят. Сейчас я сделаю прикормочку. Шариков сделаю. И муть мы поднимем. Подойдет. Так. Сейчас подкормим, ребята. Свеженького добавим. Как говорится. Смотришь, и мазь пойдет. По суху не ходит. Жменьку такую бахнем. Нормально. Ну и сюда можно. Сейчас я размешаю все дело. Посмотрим. Ну что, ребят, закормились. Ну, сейчас посидим, посмотрим. Шевеление было, значит, должен собрать. По шарику хорошему такому скинул. Ну, еще сверху. Течения нету. Нормально. Посмотрим, ребята. Не хохо. 3 шевеления. Ну, 3 поклевки, так скажем. 2 на поплавок, 1 на кивок. И то вот так. Кивок маленький. И сразу и не понял. Смотрю, у меня жик. И все. Сижу, наверное, уже минут 40, час. Паша обед готовит сразу. Говорит, не буду потом что-то там заморачиваться. Приготовлю обед. А Олег пошел комбинировать там жерлиц, доставлять. Вот, все, короче, в пределе.
Я вот пытаюсь разловить, что-то не знаю, не получается. Так, ладно. Удочки поднял. Братулец обед приготовил. Обед по расписанию, ребят. Обед нельзя пропускать. Пойдем тогда кушать. Что там приготовил вкусненького, наверное. Пока не получается, ребята, блин. Нифига. Посмотрим. Может, что вечером. Сейчас стая решит, что будем делать дальше. Сработка, ребят, прям щелкнула. Только подошел, вышел с палатки, переоделся. И загар. А вчера, кстати, вот на ту у нас било. Сейчас вот на эту. Щука, наверное. Ладно, покушаем, пускай мотает. Так. Что тут у нас? Что тут у нас в столовке? Что тут у нас сегодня на меню? 13 часов, все как полагается. Обед по расписанию. Брат скажет, что ты тут что, гуляша сделал? О, ребята, красота. Так. Ветер холодный, блин. Нахуй уже в этой палатке сам как гуляш. Жарко. Жарко, Готов. провонялся нахуй. Ну а что делать, да? Так оно и есть. Судак походу опять. Не жрет. Да. Да, судак. Судачок, да? Ну, не дергает, судак обычно. Это судак. Ну, заглотился. Да или нет? Да. Перши есть? Его бы отпустить. А? Перши. Сейчас притащу. Видите, Сашки? Ты нет с собой? Судак. Смотри, заглотил. Не живет. Половим. А ловим, куда денемся-то еще? Ну, А туда это не зачетный. карасик маленький надо поставить, на карася тоже тут. Так, ребят, что рыбка не клюет, будем фильмы смотреть. Так, поваляемся в палатке. В палатке Ташкент, тепло. Вот. Вентилятор работает пока. Не знаю. Писали в телеграм-канале, что горит. Надо, в общем, как будто бы не чтоб от трубы он брал тепло, а именно холодный воздух. Но опять же смысл его, что он туда гнал, правильно? То бишь сгорает типа вот это от теплого воздуха. Типа, ну, нам-то нужно, чтобы он сюда нам как бы. Вот. Ну ничего, пока работает. Ну а так погнали. Фильм посмотрим. Такие дела. Даже кайфует. Ништяк, да, брат? Да, Тепленько, хорошо. Да, вообще как дома.
честное слово. Пашки печка маленькая такая. Инвент, да, у тебя? Да. Пятнашечка. Дрова еще. Роскошь. Тебя привезет, тоже нам нужно грузить. Дрова нам привезут, кстати. Ну и палатка, в общем, так. Я ее показывал позапрошлом году, по первому льду, когда мы ездили. Мы как раз первый раз испытали это кубозонд. В общем, видите, как идет и куб. Ну и вот крыша, она идет зонтовидного типа. Я считаю, это тоже большой плюс по снегу, по дождю, по скатке. Ну и компактность. Ну да. Вот, так как у меня вот прошлую рыбалку, когда приезжал Андрюха, у меня вот крышу ломала ночью. Хабы не выдерживали, сырой снег тяжелый ломает. Вот. Ну, в общем, печка. Кстати, тоже независимо, можно ее поставить в это окно и в это окно. Вот такой материал сюда крепится. Ну, по уму сделано, я считаю. Сетка здесь, вот сетка здесь. Вот. Получается. Ну, опять же, здесь окно. Вот там большой карман, что немаловажно. Можно его использовать. Гидрополы снизу и теплые полы сверху, получается. У Паши еще есть гидрополы с лунками. Вот. Там есть выход под вибасту, ну, под трубу, под гофру, что можно вот выводить. Вот. Палатка, конечно, не из дешевых, но она того стоит. Много приколюх. Вот здесь вот по углам можно ставить дуги еще вот вертикальные, чтобы вообще ее не сгибало, не сломало. Вот. Паша их не ставит, вертикальные такие стойки ставятся. Ну, в принципе, и незачем, да. Опять же, второй выход. 2. И двери еще. Двери можно ставить такие, ну, распашные, да. И еще есть накидка сверху. Хотели ее поставить, ну, поставим, наверное. И вот вытяжка вот такая. Тоже ее можно приспособить под что-нибудь, не знаю. Даже под печку, под вертикальную трубу можно поставить, не вопрос. Так, а так, в целом, вдвоем мы здесь вообще шикарно ночевали. То бишь, вместо стола у нас была раскладушка. Там у нас стояла печка. И здесь вот Паша кресло. Здесь у нас стояли 2 столика небольших. Вообще классно. Теплая палатка. Такая вот темноватая немножко. Вот, потому что трехслойная, видите, внутри вот такой серый материал, как будто бы. В целом, ну, не сказать, что темная. Берег, допустим, у меня намного темнее. Даже днем надо ставить фонарики. Вот. Да, огонь вообще, я считаю. Ну, братулец там, видите, валяется, кайфует, балдеет. Сейчас пойдем жерлицы ставить, работать. Ветер поднимается, зараза. Тут у него продукты, станция стоит. Вот. Тут живец, карась у нас с кислородом. Пашка подкислородит их. Вот они там у нас нормально чухают. Да, ну хорошо все. Такие дела. Ну и у Паши такого плана еще летняя, да, брат, у тебя? Да, такая же. Зеленая. Но она, получается, двухслойная, да? Это 3, а у тебя 2. Ну вот, Пашка, в принципе, доволен. Пока вот у него вот так. Он тоже много перепробовал всяких разных палаток. Вообще много. Он еще раньше меня, наверное, начал с палатками двигаться. Вот, тоже говорит, всякими опытами, горем, опытами приходили. Вот, получается, вот пока остановился вот на данной палатке. Это Лотос Кубозон, да? Угу. А размеры какие у него? 2. 2,60 на 2,60 на 2,60. Хороший размер, ребята. Я считаю, вот если вдвоем 2,20 там, вот это не пойдет. Что-то вот такого плана. 2,40, 2,60, 2,90, ребята, самый то. А, коврик у него здесь. Короче, вообще нормально. Одному здесь просто, я не знаю, ну, кайф. Кресло вот можно, видите, поставить. Лунки, допустим, рыбачить, леща вот сейчас сидеть. Как-то ну так. Ну, в общем, такие дела. Нормал. Пойдет. Но она, ребят, не дешевая. Я вам сразу скажу. Ладно. Печурочка работает. Печурочка хорошо. Тепло.
Ну вот наша получается, ребят. Так она выглядит снаружи, Паша. Вот. Ну и наша. Моя вот живем на 4 талонка. Тоже 2 входа, кстати. Вот. С этой стороны. И с той стороны. Тут немножко комплектация такая слабенькая, но просто спрашивают, показываю. Вот у нас 4 окна с каждой стороны. Опять же, это выход и под печку. Вкладыш вот этот снимаем, вклеиваем. Вот там такой вкладыш, видите, ребят. Вот. И ставим печку. Никакой разделки, то бишь противопожарки никакой нету. Вот стоит она у меня вот так. И по краям раскладушки. Так у нас 2,30, а так 2,90. Эво полы. Тут тоже, конечно, я считаю, это просто песня. Можно долго стоять, не перемещаться, потому что держит хорошо. Ну, сетка здесь, пару органайзеров, так в целом. Вот. У нас тут столик небольшой, там у нас зарядный отдел стоит. Китайская у меня станция, брал я недавно, второй выезд у нее. Классная вещь, хорошо справляется, я рад. Тут у нас коврик, заходим, ноги отряхаем от снега, чтобы меньше воды было. Там кан с живцами, под раскладушками куча вещей, конечно. Там баулы, там сумки. Вот. Лампа освещения вот так подвешиваю. Крючочки надо самому как-то все тут дорабатывать. Веревки можно будет продевать вот так. Ну и вот по поводу хабов вот складывается. Но я думаю, что у меня браковано, потому что вот эта дуга, вот она кривая идет. Очень слабая крыша. Вот, одеваем такой носок. Вот, спрашивали тоже. И выводим. Спасает вроде как. Ну ничего, нормально. Сколько я уже ее с ней хожу. Ничего вроде не было. Старая печка, пашихонка 25. Вот. Ну и в общем как-то она так. Смотрим кино. Ну, Олег балдеет. Балдеет. Связь есть, да? Ништяк. Че, Олег, скажешь? Судака поймал первого? Судака первого поймал, да, круто. Первый раз в своей жизни, да? Первый раз в жизни судака ловлю, еще и зимой тем более. Ну да, нажалиться, это тоже приятно. Ну, в общем, пока рыбалку Олег делает. Мы пока с Пашей. Так. Короче, такие дела, ребят. Ну и по времени. Время у нас уже 4 час, получается, а светло еще на улице. Вот, на севере уже темно, ну, у меня дома. Ну, Олега, в принципе, что, сосед у нас, Кировская область. Так что такие дела. Так и жили, говорит, спали в роса, дети были. Дали. Да. Такие дела, ребята.